40 лет я не был в этом театре. Лет 40 точно. Ну, в моем даже детстве он был. Это монументальное, невероятно красивое здание. Когда построено здание театра оперы и балета? Его начали строить еще до войны. Еще до Второй мировой войны? По-моему, до войны уже вырыли котлован. И, естественно, годы войны остановилось это строительство. И начались потом, после войны, восстановление, и где-то начали строить в 50-х. Может быть, начинают в 50-х. А вот оформление начали делать в 52-м художники. И до 55-го. В 55-м году это здание открыли. В 55-м году это здание открыли, через 10 лет после войны. Да. Но я и говорю о том, что чем он интересен, это здание для меня, тем, что он построен в 55-м, да, а в 55-м вышло знаменитое постановление Хрущева, Совета Министров, Коммунистической партии, об излишествах в архитектуре. И началось советский модернизм, так называемый. А вот эта архитектура была подвергнута критике. Но за излишество. И получается, потому что вот Хрущев, он так и понимал, что после войны надо было дорогать жилье, жилищная проблема, помните, Советский Союз? Да. То есть можно сказать, что советской Киргизии даже повезло иметь вот такое в имперском стиле, здание. Ну, это называется сталинский декоративный стиль. Ложный классицизм, ложный ампир, это не важно, но декоративность. И привлекали, это как бы получается с 53-го года по 55-й год, с 52-го, 3 года наши художники, скульпторы, вот это здание, то есть шла финальная облагораживание. Да. Как бы таких зданий много, но по конструкции, по своему пространственному планировочному решению. А вот декор был свой, индивидуальный. И это на этом декоре вот этого здания, может быть, кыргызские скульпторы, декораторы, живописцы, монументальные живописцы, они немножко поучились и, в принципе, сделали очень даже неплохо. А какова роль Гапара Айкиева? Это в театре, в искусстве советской Киргизии, конечно, в становлении социалистического реализма. Гапар Айтиев, он был одним из первых национальных художников, он закончил училище в Москве, почему-то это приветствовалось. И приехав сюда, был долгое время председателем Союза, естественно, партийный, естественно, там, лауреат всяческих конкурсов, премий, но он имел влияние, и это влияние очень хорошо употребил, в том смысле, что социалистический реализм у нас, он не очень стандартный. А можно хотя бы в общих чертах, я думаю, людям будет, что такое социалистический реализм? Вот очень в таких общих чертах. Просто как Сталин определил, но это как бы уже обобщенное мнение, может быть, это не точные слова, это социалистическая по форме и национальная по форме и социалистическая по содержанию. Национальная по форме искусства, то есть социалистический реализм в искусстве, это национальная по форме и социалистическая по содержанию. В итоге, во что это вылилось? Требовали позитива. Вот для народа нужен позитив. В чем еще вклад Гапара Айтиева в искусство, в развитие искусства? Вот я и говорю, он не совсем стандартный был соцреализм, и вообще потом Чуйков скажет, похвалит наших художников, он скажет, вы избежали какой-то личности. То есть вот такое есть еще понятие аплодисментный стиль, парадный фотограф, паркетный фотограф. Вот это вы, говорит, избежали хорошо, это хорошо. И одним из тех, кто способствовал такому избеганию, это был Гапар Айтиев. Можно по-разному говорить, но, наверное, будет понятно то, что, может, немножко так прикидывались, что они не умеют просто делать вот такой парадный социалистический реализм. Есть работы Гапара Айтиева, можно посмотреть в нашем музее и в этом убедиться. Другое дело, что вот это оформление, есть такое, это описано исследователями, его не зная вот это, то, что у нас не очень художники социалистического реализма не очень хорошо его усвоили с точки зрения парадности и с точки зрения похвалы партии, прославления партии. Они хотели, чтобы оформляли других художников. По-моему, чуть ли не приглашенные из Ташкента, имеющие живую.
И все-таки Габара и Ольга мы настояли, и это здание все-таки оформляли художники из Кыргызстана. Классно. Были приглашены, но в основном художники из Кыргызстана, и они здесь даже учились на этом здании, белом, тут такой социалистический стиль. Вот это плафон. Вот сейчас, вы знаете, я понял логику. Вот. Национальный. Процветающий народ. Да. Хотя на самом деле счастливый, довольный народ. Так что Динамо, да, девочки маленькие обязательно. Дети, счастливая семья, мама несет ребенка, папа несет флаг. Да, совершенно верно. Вот там Аксакал с Беркутом. Да. И по какой-то вот такой тоже парадной лестнице, тоже стиль. Национальный по форме. Да. Кооператив и мой отец очень были дружные. Они по соседству жили, и у него этот самый, мастерская была рядом недалеко. Баканбаева? Это было потом. А это было на третьем этаже, где мы жили в нашем доме. Третий этаж был его мастерской. И чане очень часто обсуждались, общались. Мы когда расписывали, они же там герои от оперы начали работать. От этой оперы, да. Который сегодня проводили. Да. Открытый сезон. Это вчера будет, завтра будет. Сезон. А вы не помните, как работали здесь? Нет, это я тогда был маленький, не обращал внимания. А сейчас вот обращаю. Это счастье для народа кыргызского, что Гапар Айтиев родился, и что все это увековечил. Гапар Айтиев это все, поэтому мы крепко сейчас стоим, поэтому Академия художественная, поэтому вы все, у вас глаза блестят, вы смотрите туда, я вашу реакцию смотрю, да, это какая работа, представляете, тщательно как, и это вот как это, все это просто немыслимый труд. Понял, насколько это было. В 55 году. Вообще у нас... Нет, киргизская ССР, советское время, тоже Айтиев создавал. Это его работа. Много чего. Вам хотел каковы традиции, основные традиции в оформлении национального театра оперы и балета? Вы понимаете, вопрос такой, как бы обычный вопрос, но вопрос очень хороший и приятный, и очень сложный. Потому что театр у нас, даже как бы постоянно меняется по своей культуре, по подаче, с развитием технологий, например, они меняются. Ну, скажем, вот, начало того века, скажем, жил наш, когда только приобщались к театру, искусству театра, это была такая живопись была реалистический, и это опять перешла на сценическое пространство, пришло, понимаете. Коронин, там, Кончаловский, Головин, даже Гуды, да? Работали. Потом Пикассо, да, помните? Да. То есть такая среда искусства, это такая наша пространство сцены. Вот то же самое и наше сценическое пространство пережило. Вот тоже Гапар Айтиева, скажем, Штофера, Асамбек и Мунтахматов. Тем не менее, сейчас реалистическое искусство имеет единство сценического пространства моментами. Она как бы сказать, как бы совместить созданные музыкальные вещи, скажем, или классические вещи, подобные вещи, да? Иногда правда, она, иногда правда трогает человеческую душу больше, чем интерпретация такой абстрактной формы. Понимаете? Или совмещение абстрактной формы с реалистическим, это тоже такой пай душу человека. Да? Такие, это как бы такая есть такая профессия, это художник. Это изучает
и изобразение, и пластику, организацию сценического пространства. И одновременно это свидетельствует все технологии и подачи освещения. А традиции, преемственность каких-то традиций есть? Традиции, преемственность, как вам сказать, традиции, вот, это связано вот, временными, понимаете, временными самыми стилем искусства. Скажем, была российская шаровка, да, она имела место на стене. Потом революционный момент, и там другие уже пошли наши Мекро, Пикассо имел место, пространство, да. У нас такого, скажем, почти не было. Такие деятели кубизма, российское пространство у нас не было. У нас сильно такого не пережила такой период. От российского чисто спокойно перешла на более условный, более снизованный. Так, да? И даже вот я находил где-то в 30 лет здесь. Вы 30 лет работаете? Да. 90-е годы, сейчас вот 20. Или 1000 лет. Вот я вот от реалистического момента на условно, на образные, скажем, да, моменты, образные решения, образы пластические решения и совмещение с реалистическими, понимаете, они вот как-то входят вместе. А за последние годы наполняемость залов растет? У нас народ любит балет. У нас вообще город, балетный город. Да вы что? Да, балет это аншлаг, там билетов нет почти. На балеты сейчас нет билетов. Билеты не поставили. А оперы? Оперы, да, нормально, ну так, терпимо, да? Проблема настоящая, с национальной оперой проблема, да. Как-то раньше была такая традиция, вот, абонементы, да? Я помню систему абонементов, когда нас школьниками этого нету, да? 4-6 раз мы приходили в год. Да, надо просто классическое искусство надо прививать людям. Да, с малых лет. Со школьных возрастов надо прививать, понимаете? А иначе, когда повзрослеет, это сложно. А есть национальная кыргызская опера, да? Есть опера на кыргызском языке? Есть там очень решительные, там, скажем, Ахмыр, там, Ачулюк, и все, Масасекин, там, такая характеристики очень мало. Очень рад, что искусство, то есть кыргызский балет, кыргызская опера имеют шансы жить, развиваться. И просветять имеют шанс. Там сейчас поколение молодое, очень хорошее поколение, опытных певцов. И балетных ребят очень хорошие. Они прямо на равных, мы же приглашаем. Миллион там с Москвы, там с Питера приходят, а есть из Италии, из Кореи приходят. Они сильно одинаково. Они держат форму такую же, стандарт. Международный стандарт. Формат такой же. Наших солистов, наших балетных, такой же. В стране же, в стране. Да. Они приезжают, солисты в других государствах. Наши так же отвечают. Да вы что? Они вписываются хорошо. На сцене там трудно отличить. Так что у нас еще порох там находится. Есть порох в пороховицах, есть перспективы у кыргызского искусства. Да, есть. Замечательно. Спасибо большое. Вот я не раз слышал такой термин: гений места, гений театра. Гений места. Гений, да, гений пространства. Вообще я слово гений я ненавижу. Да вы что? Да. Бог создал до нас гениев и джинов. Кто нас создал? Так разумных человеков мира, да? Окей. Мира, да? А гениальность, мне кажется, она не имеет меры. Это больно опасно ставить. От гения до самовлюбленности слишком это, близко. Да, хорошо. Каким бы словом вы заменили? Мастер? Мастер, да, она подходит. Мастер. Это наш трудяга, мастер. Готовить создатель, да. Да. Гений это выше. Да, там свалиться, да. Самолюбование. Да, вот такая же. Поэтому слово гений я ненавижу. Хорошо.
понимаете? Хорошо. Мастер оперы, мастер театра. Да, мастер театра, пространства. мастер оперы. Вот Менделки, мастер балета наши. Мастер, они потом добивались. Мастер с большой буквы, да? Вот Да, так вот? они потом добивались. Ну, Потом, в своим искусстве, я тогда говорю, балет, это только потом, по-другому Конечно. это огромный труд. То же самое. Оперный пес то же самое. Я слушаю. С утра с 10 до 12 то же самое. От Тицани. Каждый ноты берут, понимаете, тренируются. Да. Голосовой аппарат тренируется, как у бодибилдера, бицепсы, трицепсы и прочее, прочее. Это тоже В набор. этом это мастерство, да? Мастер. Ну, гения нет. Гения Хорошо. для меня. Хорошо. Не знаю, как вы считаете слово гения? Это вопрос. Мастер мне Оставим тоже вопрос, больше оставим нравится. вопрос, да? Если честно, мне тоже больше нравится мастер. Просто часто встречаю этот термин, и вот мне было интересно, как вы относитесь к этому вопросу. Я ненавижу. Опасно. Опасно, согласен. Согласен. Потому мы страдаем от гениев, да? Особенно от злых гениев. Да. Должность, конечно. А за словом гений всегда фоново, Да. где-то там слой гений. Вот это стоит, да, понимаете? Все могущие, все... Вроде бы и не произносит. Все могущие, все дозволены, Да, понимаете? да. Это уже опасно. Согласен. Это мир. Согласен. А искусство любит мир. Взял не тот, переборщил, скрипишь, перепрыгнул, сложно оторвать, понимаете? Искусство и банальное название, вот у нас искусство имеет, должно иметь мир, да? Что, точка, что? Точка. Человек должен воспринимать, как гармонично, гармония, понимаете? Восприятие созидания, восприятие гармонии, восприятие, да? Такое даже общение. А выше этого... Спасибо огромное. Было Марат. опасно, да? Большое спасибо. Очень приятно было познакомиться. Очень приятно посетить ваш театр. Потому что у меня позитива добавилось.